Салман Ахриев давно интересуется культурой Ингушетии. Подтверждением этому является составленная им книга «Истинг», в которую вошли рисунки и фотографии ковров, вывезенных в XIX веке ингушскими и чеченскими мухаджирами в Турцию. Один из них он решил вернуть на свою историческую родину. Это культура, это история нашего народа. Поэтому, когда этот ковер у меня хранился, я всегда думал об этом, что наша история должна на том месте, где наш народ живет, сохраняться. И ради нашей истории, ради нашего народа я решил привезти этот истинг сюда, домой, туда, где его место настоящее. В старину ковры являлись частью приданого невесты. Хороший ковер считался ценным и дорогим подарком и часто преподносился в дар мечетям. Конкретно по этому истингу точной информации нету. Изначально, когда мухаджиры ингуши приехали на место жительства в Бейшахир, город, они построили свою мечеть там, и изначально этот истинг там находился. В музее в основном представлены экспонаты современного искусства, и такие дары для фонда очень важны, отмечают его работники. Орнаментальное искусство войлочных изделий является важным объектом исследования и напрямую связано с бытом и традициями ингушей. Экспонат, он на самом деле бесценный. Ему буквально 200 лет. Это предмет, который уехал с нашим многострадальным народом куда-то на Чурбину, хотя она сейчас для вас считается родиной второй. Все-таки, я так думаю, и опять возвращается на свою историческую родину. Естественно, этот предмет мы будем хранить. Исследователи, что истингиш амбеш получено, тохкуш получнаха, тахна, она дук дуц дахук амди хамды амхет. Ковер необходимо отреставрировать. За 2 века использования он потерял былой вид. Сотрудники музея надеются выставить его в скором времени в зале декоративно-прикладного искусства, где он по праву займет достойное место наряду с другими экспонатами. Тамара Хашагульгова, Магомед Таскиев, Новости 24.